Национальные костюмы, частушки и пляски. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошел Акатуй. Такое необычное название носит праздник чувашского народа, связанный с древними традициями окончания полевых работ. Какие еще обычаи сохранил народ Чувашии до сих пор, расскажет Екатерина Горбунова. О любви к гармонисту поют солистские ансамбли «Нижегородские красавицы». В национальный праздник Акатуй без песен никуда. Чтобы лето было теплым и богатым на урожай, в день Акатуя на сцене и не только поют все чуваши. Народ Нижнего Новгорода повеселить и сами повеселиться, и песни в плясках. Здесь не только мы чувашские как традиционные песни поем. Здесь и татары, и украинские, все народы собраны. Сегодня мы присоединились к такому чудесному, светлому, весеннему, солнечному празднику. Мы пожелаем всему чувашскому народу благополучия, мира и добра на земле. Как отмечают сами виновники торжества, чуваши очень добрый и гостеприимный народ. Именно поэтому свой праздник отмечали с большим размахом в парке имени 1 мая. Гостей приветствовали стихами на родном языке и любимыми песнями. Особое внимание уделили истории праздника. Добрым сердцем ждем вас на праздник. Это праздник плуга и земли. После посевной весенней, когда работы выполнены, поля засеяны, крестьянин отдыхает. Отдыхали крестьяне, устраивая народные гуляния. Девушки украшали вышивкой свои наряды, чтобы привлечь внимание молодых людей. Мастерица из Чувашии Ольга Шмелева воссоздает костюмы в старинной технике. Белые одежды вышивают черными и красными нитками. Желтый и зеленый используют реже. Рассказывает, они появились в нарядах уже в современное время. Красный цвет – это все-таки жизнь. Цвет крови, энергию дает. Чувашская женщина восхваляет жизнь на своих вышивках. Цвет крови лежит и в основе чувашского флага. Из красной земли растет древо жизни, освещаемое 3 солнцами. Коренные чуваши делятся. 3 солнца олицетворяют девиз народа «Были, есть, будем». Екатерина Горбунова, Мария Соколова, Евгений Вакарь. Вести Приволжье.